Все больше российских агентов выходит с предложениями снять санкции с России. Вчера Мария Певчих договорилась до того, что у нее нет моральных проблем с частичным снятием санкций с России в обмен на освобождение политзаключенных. То есть снимаем санкции с России, она становится сильнее и убивает еще больше украинцев. Какие тут могут быть моральные дилеммы? Я искренне считаю, что политзеков в данной уже сложившейся ситуации, учитывая, что их сколько, 1500 уже, как минимум, это те, которых мы знаем, а некоторых мы еще и не знаем, можно менять на санкции, на частичное снятие санкций с чего-нибудь или с кого-нибудь. Мне, в смысле, вот в этом, может быть, возможно, это какая-то там моральная дилемма, но для меня она несложная, и если бы можно было такие сценарии обговаривать, мне кажется, что здесь человеческая жизнь гораздо важнее, чем какие-либо санкции, которые вполне можно было бы и снять. Сейчас у нас на связи из Украины депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда. Олег, как в Украине отнеслись к очередному призыву людей высокой культуры и духовности о снятии санкций с России, который на этот раз прозвучал из уст Марии Певчих? Смотри, для нее, ну и для таких, как она, и для Навальной, в принципе, для всей вот этой тусовки, они очень эгоцентричные, они за пределами своего личного кружка ничего не видят. Для них самое важное – это их представление в информационном медийном поле. Для них важна самопрезентация, для них важно, как они думают, их политическое будущее. Все, что не вписывается вот в этот маленький кружок восприятия, это не существует. И поэтому, когда она говорит о том, что она готова обменять санкции на освобождение своего кружка лиц, она абсолютно искренне в этом. Потому что для нее не существует Украины. Для нее не существует понимания того, что эти санкции были введены не за того, что арестовали Яшина, а за того, что Россия фактически уничтожает Украину и украинцев там тысячами. Именно из-за этого эти санкции были введены. И она с легкой душой готова вот эти санкции, которые были введены для того, чтобы Россия прекратила эту войну как метод давления на Украину, как метод уничтожения Украины, как метод остановки этой войны. И все об этом говорят, и Украина об этом говорит, и западный мир об этом говорит, что если вы прекратите войну и прекратите эту кровавую баню, то тогда будет рассматриваться вопрос снятия санкций. Для нее это не существует. Ну, украинцы, Украина, кто это такие? Для нее вот это в ее голове вот эта имперскость. О том, что ради освобождения очередного Яшина она готова пожертвовать Украиной. И в ее восприятии, в ее в ценностном восприятии не существует Украины, не существует Украины как трагедии, не существует Украины как субъекта деятельности. Это всего лишь метод достижения своих личностных целей в данном случае. Поэтому она в этом плане была абсолютно искренне, поэтому мы считаем, что хороших русских не существует. Хороших русских не существует в принципе. 90, а то и более процентов они имперцы. И единственный ответ, который их проверяет на их имперскость, это даже не вопрос, чей Крым, это вопрос, хотите ли вы распада России. И понимаете, что это будет полезно всем, в том числе и территориям, которые сейчас включены в состав Российской империи. В ее понимании этого нет. В связи с этой новостью ты опубликовал пост Венедиктова, где он передает суть предложения Певчих. И, как всегда, расписывает, что он является иностранным агентом со всеми вытекающими. Ты прокомментировал эту публикацию так, что нет хороших русских, есть агент ФСБ. Почему ты так написал? Потому что то, что сказала Певчих, это полностью парадигма Москвы. То есть, условно берем каких-то заложников, которые мало кому интересны. А дальше продвигаем историю о том, что ради этих заложников мы снимаем санкции, которые были наложены за убийство украинцев и уничтожение украинской государственности.
Абсолютно простая двухходовка полностью в стратегии, легенде Лубянки и Старой площади. И в данном случае те, кто продвигает эти истории, а это и Навальный, и Певчих, являются частью этой ФСБшной сети. Знаешь, как это старая не поговорка, а пословица, если что-то крякает как утка, ходит как утка и плавает как утка, то, скорее всего, это утка и есть. Олег, в комментариях к этому посту я видела, что тебя спрашивают о том, что делают эти российские агенты на украинских каналах. Наши зрители уже давно просят обратить внимание украинские власти на то, что агенты ФСБ используют украинские медиаплощадки как плацдарм для распространения нужным их нарративов, в частности, античеченской пропаганды. Дойдет ли когда-нибудь дело до того, чтобы, наконец, избавиться от всей этой нечисти? Смотри, Инна, это же проблема не только Украины, это проблема вообще современных медиа, когда никого интересует факт-чекинг, никого не интересует, что действительно было, а интересует хайп и количество просмотров. В данном случае, в связи с тем, что вот эти вот представители так называемой либеральной российской общественности, условно скажем так, которые 90% случаев имеют прямые контакты с Лубянкой и Старой площадью, ну иначе бы они не существовали, они фактически за счет разных инструментов, они достигают большое количество просмотров. И YouTube в данной истории просто выплачивает за это деньги. А так как все медиа, в первую очередь в Украине, они находятся, если не в зоне убытка, то как минимум в нуле, они заинтересованы в этом кликбейте, заинтересованы в этих выплатах. А государство в данной истории, оно не понимает угрозы, которые это несет. Ну и более того, хочу тебе сказать о том, что за последние 30 лет на европейском континенте, да и вообще в западных демократиях сформировалось такое глубоко ошибочное понятие, как свобода слова. Как будто оно есть абсолютным, и трогать его нельзя. При этом свобода слова в западном понимании говорит о том, что можно нести всякую чушь без какого-либо факт-чекинга, и тебе за это ничего не будет, потому что свобода слова. А то, что ты при этом фактически обманываешь социум, продвигаешь истории или нарративы, как сейчас модно говорить, или идеи, которые абсолютно убийственны для этого социума, никого не волнует, потому что свобода слова превыше всего. И при этом хочу заметить, что все забывают, что даже в той же Европейской конвенции с прав и свобод написано, там вот все читают про свободу слова, но никто не читает последний абзац. О том, что если свобода слова заходит на поле безопасности, свобода слова должна быть ограничена. Вот все об этом забывают абсолютно. Не говорят о том, что свобода слова это абсолютная ценность. Это не так. И это вопрос времени, когда мы должны будем поменять это отношение и все-таки задать рамки того, что является приемлемым, а что является неприемлемым. Ну, без этого выиграть эту войну невозможно. Олег, спасибо. С нами на связи был Олег Дунда, депутат Верховной Рады Украины.